Вот я приехал, я не знаю, там, с Уренгоя, да, там, с Норильска. Приехал в Абхазию, да, решил все-таки купить апартаменты, мне надоело. Я поработал лет 20 там, да, там где-то там нефть, газ подобывал, хочу тепла и денег подзаработал, приехал в Абхазию, да. И от мобилизации уехал. Нет, я долго собираюсь остаток жизни здесь прожить, да, условно говоря. Вот я купил апартаменты. Да, по закону там нам объясняют, что там не больше 180 суток там, в году. Но понятно, что когда у меня при въезде в Абхазию там даже фамилию толком не читают, да, в документе, да, никто не контролирует, когда я въехал и когда я выехал. То есть у нас вот этого инструментария, контроля абсолютно нет, он отсутствует. Другое дело, когда ты там работаешь, я гастарбайтер приехал из Средней Азии, там приехал ты на стройку, там увидел, показал, а ну-ка покажи там свою там регистрацию и так далее. Но если я приехал отдыхать, кто меня спросит, где твоя там регистрация, да, там, когда ты приехал, когда ты уехал, да, там никто меня не спросит. То есть вот лазейки есть здесь вот в этом законодательстве, чтобы впоследствии он получил. В таком вопросе даже лазейка не нужна. Я объясню почему. Когда критическая масса этих людей здесь будет 5 тысяч человек, скажем, 10 тысяч человек, вопрос перед нами поставят. Это неизбежно, это вопрос политический. Я думаю, любое государство этот вопрос поставило бы. Давайте вспомним ситуацию, которая была в Латвии, тоже в Латвии. Там большое русскоязычное население, многочисленное проживает. Да, им там предоставили статус неграждан. И долгие годы Россия там, дипломатическими методами воюет, так скажем, с Латвией, чтобы эти люди получили гражданство. У Латвии очень много друзей. Латвия маленькая страна, да, но у нее влиятельные друзья. И на Латвию так давить совсем не получится. А на Абхазию давить получится очень, очень легко. И тем более при нашем сегодняшнем уровне, так скажем, развития и патриотизма нашей правящей элиты, я думаю, даже это кто-то из наших озвучит, скажет, посмотрите, как мы так можем держать. Поэтому закон у нас могут просто так же легко поменять. И даже сейчас не нужны лазейки сейчас, да, чтобы как-то их обходить, хотя и они есть. У нас есть ценз определенный, человек в Абхазии там приедет, купит квартиру, пойдет, зарегистрируется, например, будет здесь находиться. Через 10 лет получит гражданство. Есть и такой способ. Но что касается именно, как это будет происходить, перед нами поставят вопрос. И ни Аслан Бжаня, ни кто-либо другой не скажет, что мы этим людям никогда не дадим гражданство. Они это не смогут гарантировать, это невозможно. Российская сторона будет обращаться к нашим властям, которые очень сильно зависят от России и лично зависят от России. Их экономическое благополучие наших чиновников зависит от России. Так как наши правители, чиновники в особой любви к родине не были замечены за очень долгие годы, вряд ли это станет серьезной проблемой, и кто-то там будет из них, кто это все лоббирует, активно защищать интересы Абхазии. В этом большие сомнения. Если люди это никогда раньше не делали, вряд ли они начнут. Я так на это смотрю. Поэтому риски колоссальные. И все-таки вопрос апартаментов надо по продаже. Давайте вещи называть своими именами. Это тот же вопрос продажи жилой недвижимости. И я бы даже экономические здесь какие-то факторы не обсуждал, потому что риски демографические настолько серьезные, что экономика здесь там, на второй, на третий, на 10-й план уходит. Мы должны говорить именно об национальных интересах, о вопросах безопасности.